Эфир продолжит новости. В студии Василий Раченко. Смотрите сейчас. Сложная лесопожарная обстановка складывается в Тампонском районе. Из-за порывистого ветра огонь подошел к райцентру, поселку Хандыга. Алданцы активно заключают соцконтракты. На какие цели можно получить средства? А в Ленске проходит вакцинация собак и кошек от бешенства. Ветеринары даже сами выезжают в отдаленные микрорайоны. Во всех 11 районах Якутии, в которых действуют пожары, сегодня введен особый противопожарный режим. Об этом сегодня говорили на совещании у председателя правительства региона Андрея Тарасенко. На территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, более 3300 гектаров. Участники КЧС отметили, что на особом контроле находятся очаги, наиболее близко подбирающиеся к поселениям. Это села в Нюрбинском, Сунтарском и Верхневилюйском районах. Кроме этого, в Верхневилюйском районе зафиксировано превышение допустимой концентрации диоксида азота. Сложная обстановка складывается в Тампонском районе, где огонь находится всего в 2 километрах от поселка Хандыга. Из-за порывов ветра за сутки он стремительно распространился и подобрался к населенному пункту. С каждым днем на борьбу с огнем направляют дополнительные силы. Сегодня в республику прибыло усиление из десантников пожарных. Подробнее о том, где будут работать сотрудники из других регионов, узнал Петр Васильев. Буквально несколько минут назад в аэропорту Якутска приземлился борт из Хабаровска. Сюда прилетели порядка 50 десантников-спасателей для тушения лесных пожаров в районах республики. Отмечу, что это не единственный борт. Второй подобный ожидают также сегодня. Из Владивостока он прилетит в Мирный. Там на борту будут порядка 120 человек. Их направят в Нюрбинский район нашей республики, где на сегодняшний день действуют 3 лесных пожара. Конечно же, кроме сотрудников МЧС России, десантников, специалистов авиалесоохраны и Минэкологии, в воздухе на тушение пожаров работают авиасудна в количестве 20 единиц, в том числе самолет-амфибия Б-200. В Сунтарском районе удалось локализовать 2 пожара. Один в Тюбяе, один в Шее. Продолжается работа по локализации и тушению еще 2 очагов. На данный момент ведется окарауливание, задействованы все силы. МЧС, авиалесоохрана, лесничие и местные жители. Пожары номер 7 и номер 8 ведутся работы силами местного населения и авиалесохраны, МЧС и лесничества. Так работают там большие специализированные техники. И вчера работал самолет Б-200 на этих пожарах. И сегодня тоже планируют вылет этого самолета. Высокая степень вероятности возникновения ЧС ожидается сегодня в 17 районах Якутии и в столице региона. Так, в Мирнинском, Ленском, Алекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, в городском округе город Якутск, а также Намском, Горном, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Кобяйском, Жиганском, Верхоянском и Вено-Бытантайском районах ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Также отмечается, что в Тампонском и Усть-Майском районах порывы ветра при грозах ожидаются до 18-23 метров в секунду, местами ливни. В связи с этим спасатели рекомендуют не пользоваться маломерными судами, быть внимательными на природе, не разводить костры, огонь может перекинуться на лесной массив. Администрация Амгинского района сообщила об обустройстве временного проезда через реку Хакур. Также в связи с обрушением моста объявлен режим ЧС местного характера в селе Анес и режим повышенной готовности в самом Амгинском районе. Напомню, что там на автодороге Амга-Анес произошло обрушение мостового перехода через речку Хакур на 74-м километре. Ранее он был признан аварийным. Строительство нового моста вошло в план программы развития дорог Якутии на 2021 год. С 8 по 10 июня в Якутске будут проводиться испытания тепловых сетей повышенным давлением. Первый этап прошел в городе с 1 по 3 июня. Испытания запланированы на протяжении почти 500 километров тепловых сетей. Далее предстоит осуществить капитальный ремонт трубопроводов, тепловых пунктов, сетей горячего и холодного водоснабжения, произвести замену участков тепловых сетей и оборудования котельных, говорится в сообщении.
Теперь об эпидобстановке. За минувшие сутки на территории Якутии зарегистрировали 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. В ходе брифинга по эпидситуации она рассказала, что из них в Якутске 63 случая, по 4 заболевших в Ленском, Мегино-Кангаласском районах, по 3 в Алданском, Амгинском, Вилюйском, Горном, Сунтарском, Усть-Алданском и Хангаласском. Еще в 5 районах по 1-2 заболевших. За сутки региональные лаборатории провели свыше 1500 исследований на ковид. Что хотелось бы сказать по вакцинации. Очень часто возникают вопросы по, нужно ли, необходимо сдавать ИФА или ИХА исследования. При, первой дозе вакцинации однозначно можем сказать, что этого делать не следует, потому что ИФА определяет только коэффициент позитивности, который не дает состояние, не оценивает состояние вашего иммунитета. Он больше нужен для проверки коллективного иммунитета, для данных Роспотребнадзора, либо для того, чтобы понимать, какая стадия заболевания непосредственно для лечебного процесса. Еще раз повторю, он не оценивает состояние вашего иммунитета на той или иной период времени. Более правильнее сдавать именно ИФА после того, как вы завершили курс вакцинации через 21 день, для того, чтобы посмотреть иммунную напряженность вашего организма. Кроме того, также на сайты и различные средства массовой информации поступают вопросы о том, влияет ли вакцинация на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин. Можем достоверно ответить, потому что сегодня научные изыскания уже есть, проверки в этой части тоже проводились. Никаких влияний на репродуктивную систему вакцинация не влияет. Помимо этого, также были вопросы о том, есть ли необходимость прививаться, если вы переболели ковидом, в том числе, если вы находитесь в нашем федеральном портале. Да, вакцинация обязательно. Если вы переболели в легкой степени, то это через 3 месяца. Если переболели в тяжелой, через 6 месяцев вы можете прийти вакцинироваться. И также с хроническими заболеваниями, если они находятся в стадии обострения, также можно принимать вакцинацию. В Минтруда Якутии пояснили, кто будет получать социальную карту и какие льготы будут по ней доступны. На первом этапе проекта планируется внедрение отдельных приложений единого цифрового сервиса жителя Якутии. Таких как идентификационное приложение, транспортное приложение, социальный дисконт, дающий право на скидки и кэшбэки. В настоящее время в ведомстве заняты подготовкой технической и нормативной баз приложения. На первом этапе в этом и следующем годах будут доступны для отдельных категорий населения. Это ветераны, многодетные семьи, люди с инвалидностью. На втором этапе с 2023 по 2025 годы планируется расширение сервисов, а также категорий пользователей единого цифрового сервиса жителей Якутии. Алданцы активно заключают соцконтракты. Средства можно направлять на открытие собственного дела, развитие сельского хозяйства и поддержку малоимущих. В этом году Алданский район получил 33 квоты. Татьяна Вахнина расскажет о правах и обязанностях получателя. Постоянные единовременные выплаты, адресная помощь. Управление соцзащиты по Алданскому району реализует более 70 мер государственной поддержки. Одним из наиболее востребованных видов является заключение социального контракта. В числе его направлений – поддержка самозанятости. Ежегодно в рамках соцконтракта несколько жителей Алданского района начинают собственное дело. Лидия Павлова и Кристина Останина открыли массажный салон в 2019 году. Заключить соцконтракт Лидии посоветовала сестра. Двоюродная сестра открыла парикмахерскую в Хатыстыре. И мне тоже посоветовала. Я думаю, мне это лишним не будет. Думаю, салон нужен городу. По договору гражданин получает денежную выплату в размере, соответствующем его нуждам. Механизм действия соцконтракта нацелен на то, чтобы помочь человеку выйти из кризиса. Помимо поддержки самозанятости, адресная помощь направляется на развитие сельского хозяйства. По личному подсобному хозяйству очень это эффективно, потому что люди хотят свое хозяйство держать и реализовывать. Кто мясо, кто яйца, то есть в зависимости, у кого какое направление. Некоторые именно на оленей у нас берут по этому направлению, да, кто лошадей. Соцконтракт предусматривает помощь малоимущим семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На 2021 год Алданскому району было выделено 33 квоты. В договоре прописываются обязанности получателя. В течение 6 месяцев гражданин должен выполнить ряд требований. Граждане могут у нас обратиться непосредственно как для
приобретение одежды для детей дошкольного и школьного образования, на лекарственное обеспечение, да, где заключается с ними непосредственно до 6 месяцев и непосредственно программа социальной адаптации. Деньги, полагающиеся гражданину по социальному контракту, невозвратны. Единственным условием является использование финансов по целевому назначению. Полученная сумма может быть потрачена только на мероприятия, прописанные в договоре. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Приемная кампания в СВФУ в этом году будет проходить в дистанционном формате и начнется уже 20 июня. Главный вуз региона выделит более 4000 бюджетных мест. Документы для поступления в университет принимаются в дистанционном формате. Есть несколько способов. Это через личный кабинет абитуриента на сайте вуза, через портал государственных услуг, через Почту России и сервис «Поступи в вуз онлайн». Так, в этом вопросе кампания будет похожа на прошлогоднюю. Популярными направлениями у бюджетников остались IT-сфера, медицина, экономика и юриспруденция. В этом году у нас, согласно порядку приема, каждый абитуриент, который желает поступить на программу бакалавриата и специалитета, имеет право подать не более чем 5 вузов по Российской Федерации. И в каждом из вузов имеется определенное количество направлений подготовки и то есть и программ. Ну, получается, в нашем вузе, у нас в головном вузе будет предоставлена возможность подачи заявления не более чем по 5 образовательным программам. И в каждом филиале не более чем по 3 образовательным программам. То есть у абитуриента будет достаточное количество выбора. Вакцинация собак и кошек от бешенства началась в Ленске. Ветеринарная служба до 9 июня будет выезжать по отдаленным микрорайонам. А Светлана Балеева продолжит тему. У Александра Архипова 2 собаки и кошка. Вести всех животных в клинику очень неудобно, поэтому мужчина попросил ветеринарных врачей приехать к ним домой. Все животные у мужчины приблудные, живут за оградой, но далеко не отходят. Увидев людей в больничных халатах, псы сразу почуяли неладное и отказались подойти к хозяину. Пришлось подманивать вкусностями. Все. Тихо, тихо. Все, поймали. Считанные секунды и готово. Животные даже не почувствовали укола. Александр рассказывает, что прививает своих собак каждый год. Надо прививать. Чего их не прививать-то? Бегают же везде. Даже в вольере бы сидели, и то надо прививать. Сейчас людей все прививаются даже. Что говорить про животных? Прям неплохо же. Будь здоровы. В день нашей съемки бригада ветврачей работала в микрорайоне Звездный. Люди подходили к месту нахождения мобильной клиники, приводили в основном собак крупных пород. К многим ветеринары выезжали на дом. Останавливаемся в каком-то определенном месте, куда хозяева приводят собак и кошек. Некоторые хозяева подъезжают на автомашине, увозят специалиста, который на выезде может привить на дому. Чаще всего это владельцы, у которых много животных. За несколько часов ветеринарные врачи привили более 30 животных. За несколько дней выездной вакцинации прививки поставлены более 300 животным. Тем, кто еще не сделал прививку от бешенства своему питомцу, ветврачи напоминают, что это можно сделать в городской ветеринарной службе в любой рабочий день. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. И на этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.